Это кадры, вышедшие из берегов реки Гудов. На них отчетливо видно, до какого уровня она поднялась. Особенно пострадал район так называемой Замостянки. Вода зашла в дома настолько быстро, что все попытки людей спасти хоть какую-то часть имущества оказались тщетными. Первый этаж дома Анжелики Баханович затопило одним из первых на улице. Со слов женщины, река Гудов вышла из берегов буквально в течение нескольких минут. Сильный поток залил дом по колено. Вся бытовая техника и мебель пришли в негодность. В этот раз очень долго она стояла, и за пару минут она заполнила дом. До подоконника была у меня вода. Вся мебель, что стояла, у меня все пропало, все опухло, мебель, это не вся техника в кухне, все новое. Я постоянно делать ремонт, но не в состоянии. Каждый раз я делаю вот так вот, что происходит потом. Дом же гниет от ила. Это же невозможно. Он весь отваливается, весь низ отваливается, плесенью покрылся. Местные жители говорят, подобное здесь происходит довольно часто. В сезон дождей уровень воды в реке поднимается и постоянно затапливает дворы и подвалы домов. Правда, на этот раз ситуация намного серьезнее. Вода стояла в домах несколько часов и оставила после себя не только кучу мусора и грязи, но и испорченную технику, мебель и стены со смытой штукатуркой. Пытались что-то поднять, что успели, потому что она с таким напором пошла, что и сюда и пройти невозможно, все стояли на дороге, сюда не зайти никуда. И везде лягушки, тараканы, все там у нас. Это теперь, не знаю, пару месяцев вымывать. Все дни убираю, дезинфицирую, потому что у нас маленькие дети, еще маленький больной, и поэтому сидеть в грязи я не могла. Все, и ночью не спали, все мыли. Вы знаете, лет 10 назад, когда было сильное, прям первый этаж до потолка был, нам конкретно почистили речку. Лет 6 она не выходила. Вообще как бы, ну вот поднималась на уровне, но не топила. А потом вот 3 года назад или 4 вот зашла в дом, ну где-то вот так. И вот сейчас. Большой ущерб нанесен и 2 домам семьи Зухба. Со слов хозяйки Екатерины, ее супруг в первую очередь побежал вытаскивать из воды своего брата. Молодые люди не захотели говорить на телекамеру, но слов и не нужно, чтобы понять, в какой ситуации оказалась семья. Во всех этих домах с утра побывала комиссия, созданная в отделе строительства администрации Гудаутского района. По словам одного из членов комиссии от Гуратарба, за 2 дня уже поступило более 17 заявлений от пострадавших. После того, как комиссия завершит работу, материалы будут детально изучены, а затем будет определяться сумма возмещения ущерба для жителей района. Сария Смыр, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение.